Глобальный мировой кризис, который переживает мировая экономика сегодня, вносит свои коррективы во все области жизнедеятельности, причем не только в одной взятой стране или регионе. Подобные метаморфозы переживают экономики всех стран мира. Если в развитых странах, таких как Соединенные Штаты, Япония, Великобритания и прочие, основной удар кризиса переживает финансовая система и предпринимаются экстренные антикризисные меры, то в Российской Федерации все обстоит несколько иначе. Экономика России больше ориентирована на сырьевую базу, промышленность также по большому счету производит полуфабрикат, будь то стальной прокат или детали оборудования. Основная статья экспорта и, соответственно, валютных поступлений в казну – это нефть, газ, уголь, лес, черный и цветной металл. На порядок ниже идут поступления от вооружений и другой готовой продукции. Большинство занятого населения в стране опять же приходится на эти сферы производства. Разумеется, Россия также ощущает последствия разразившегося кризиса, хотя и не в той мере, что развитые западные страны. В Чеченской республике картина экономического потенциала в корне отличается и от западной, и, как ни странно, от российской. Что имеется в виду? А вот что. Экономика республики еще только становится на ноги после разрушительных вихрей двух кровопролитных войн. Экономический потенциал сегодняшнего дня не составляет и трети от лучших времен 80-х годов, а безработица – настоящий бич нашего общества. Учитывая все эти факторы и исходя из исторических приоритетов, руководством Чеченской республики, а именно президентом Рамзаном Кадыровым, инициирована и реализуется государственная программа развития агропромышленного комплекса, а 2009 год объявлен в республике годом сельского хозяйства. Ее реализацией преследуется сразу несколько задач. Во-первых, Чеченская республика наряду с развитым промышленным потенциалом всегда, во все времена, имела мощную сельскохозяйственную отрасль. Причем в равной степени в республике были развиты и скотоводство, и земледелие, и плодоовощеводство. Во-вторых, сельское хозяйство – традиционный вид занятий для жителей сельского района в республике. В-третьих, развитие сельскохозяйственной отрасли позволит создать большое количество новых рабочих мест. Инициатива уже нашла поддержку как среди жителей республики, так и на уровне руководства страны. В программе социально-экономического развития Чеченской республики на 2008-2011 годы определены основные направления и перспективы развития всех форм деятельности. В этой связи президент Чеченской республики утвердил республиканскую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. ده بابا بعد استاكا ودنيا جا خلو كريزيس بوش لهم شلونه ملياردير بوش بنحتان دي خربان دول غد ناحيتنا تخن وحاله ما خلو داخني ليش وتسخلت ويدانا وداخل دون وين دون داخل يا دات دون تندل دانا is دون صدا دكي دو دون شي دون وادم حير دور دو ادم حير دلات عشان تلو شو دون جوج تلهم شلون دال ايش لورد شو مش تعتر دون سو ده ودار دون خوجر دون وي يولن بلان программа правительства дона, сельское хозяйство, латности да дахни хабар содах, и хлопчан водиш на осылдеш, ишт дон болен бах бу. О даграс, дин нет ишт дона, хошек делу хошек дона. Главные и первоочередные задачи этой программы – создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства, совершенствование механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Программой предусмотрен общий объем финансирования в размере 14 миллиардов рублей, в том числе за счет местного и федерального бюджета. В конце 2008 года в целях реализации приоритетов программы был образован оперативный штаб по восстановлению агропромышленного комплекса, который возглавил министр сельского хозяйства и вице-премьер правительства Чеченской республики Абубакар Адельгериев. По словам президента республики, новая программа развития сельского хозяйства имеет не меньшее значение для республики, чем программа ее восстановления. Если первая была направлена на восстановление разрушенных объектов, то задача второй – создание дополнительных рабочих мест, развитие и обеспечение внутреннего рынка сельхозпродукции до 50% от общего количества, а также ее реализация в других регионах страны. Останавливаясь на последнем пункте, хотелось бы отметить, что в настоящее время только 30% сельских жителей имеют средний денежный доход, а 70% населения проживают ниже прожиточного уровня. По заверению президента республики, второй показатель должен сойти на нет. إذا دون أو دير دار مو دون إيش دون هذا خلاص حوسة أو شيء
Возьмем, например, сферу животноводства. Реализация программы предусматривает восстановление, реконструкцию и модернизацию 28 животноводческих комплексов различного направления, 3 птицефабрик и 2 инкубаторно-птицеводческих станций, а также рыбоводческого предприятия со строительством форелевого хозяйства. Кроме того, программа предусматривает приобретение более 6 тысяч голов племенного скота. В связи с этим Министерство сельского хозяйства увеличило посевы кормовых культур в 2008 году и планирует произвести посев многолетних трав, люцерны, на площади более 5000 гектаров. 7 гектар حقش نزيرنو حقشي 7 гектар ملحوش دي إيش إدي قرش حالت خير هيتا دينا دا مقلاديل كوربانسة Только в 2009 году министерством планируется ввести ввод 32 объекта агропромышленного комплекса. Из них, как сообщил Абубакар Эделькериев, 8 объектов пищевой и перерабатывающей промышленности, столько же объектов животноводства, 4 птицеводства, 2 объекта механизации, 5 объектов ветеринарии и по 1 объекту растениеводства и образования. Общий лимит 2009 года на введение стройперечисленных объектов составляет около 2 миллиардов рублей. Эти средства предусмотрены как из федерального, так и местного бюджета. Хорошее и очень нужное и своевременное дело, предложенное президентом, что настало время, когда мы должны заняться сельским хозяйством. Да, действительно, последние 10-15 лет население и при желании не могло серьезно заниматься растениеводством, животноводством, потому что наши поля были заминированы, заняты военными, было небезопасно. Но на сегодня созданы в республике все условия, во всех районах, можно сказать, и население, и желающие могут заниматься и растениеводством, и животноводством. Такая же картина наблюдается и с увеличением пассивных площадей в целом. В нынешнем году в республике планируется засеять свыше 83 тысяч гектар земли, что на 34 тысячи гектара больше, чем в 2008 году. В рамках реализации увеличенных планов уже выполнен ряд первоочередных мероприятий. Первую бригаду отдали 50 гектаров. Хар поле 100 гектаров полю, хар канча кирил сюда мула. Вой магар буал дабьючбу, сорез уж дабьючбу, сейл кшуша, дик сейл кшу, точно высывающий сейл кшу, белх халх, татош удобрение юлш. Хохлатнаш, но удобрение даялось и притчоган, это ведь ир, татош удобрение юлш, яш обработка юлш, 200 килограмм сульфат аммофоскисна, 200 гектаров сульфат аммония больше удобрения, 400 килограмм на гектар, да, тоже удобрение, чтобы уж было. Помимо прочего, при непосредственной помощи президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в прошлом году было выделено на приобретение сельскохозяйственной техники более 100 миллионов рублей. Также по лизингу было приобретено сельхозтехники на сумму более 200 миллионов рублей. Впервые в сельскохозяйственном производстве республики таким образом была применена энергоресурсосберегающая технология. Также впервые в результате достигнутой договоренности с Харьковским тракторным заводом в Чеченской Республике была начата сборка сельскохозяйственных машин. К настоящему времени уже собрано и действует 5 тракторов ХТЗ. Опять же, по инициативе президента Чеченской Республики реализуется и практика шефства над сельскохозяйственными предприятиями. Всем министерствам и ведомствам республики, в зависимости от их объема деятельности, поручено поддерживать одно или несколько сельхозпредприятий. Сам глава республики сообщил, что берет под свою опеку государственное унитарное предприятие «Госхозцентроевский». Первым делом президент обязал его руководителя представить экономически обоснованный план развития этого хозяйства. Вместе с тем, Рамзан Кадыров контролирует работу созданного штаба по восстановлению сельского хозяйства. Как сообщил Кадыров, каждый из членов штаба ежедневно предоставляет отчеты о проводимой им работе. В этой работе постоянное взаимодействие поддерживается и с федеральным центром. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Абубакар Эделькериев, на совещании в Москве министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заверил чеченских представителей в том, что все мероприятия, реализация которых запланирована на текущий год, будут выполнены в полном объеме, несмотря на существующий финансовый кризис.
При этом он отметил, что программы, запланированные на 2010 год, финансирование которого было урезано, также не пропадут и будут в полной мере реализованы в 2012 году. Кроме того, с Россельхозбанком достигнута договоренность о кредитовании созданного в Щелковском районе Чечен-Агрохолдинга в сумме до 5 миллиардов рублей. Настолько крупных кредитных вложений нет по всему Южному федеральному округу, и этим можно гордиться. Также Россельхозбанк предоставит 15 фермерским хозяйствам республики по 1 миллиону рублей на развитие и становление в залог будущего урожая 2009 года. К настоящему моменту в республике созданы 3 холдинга, которые помогают не только получить продукцию, но и создают дополнительные рабочие места. Первая, так называемая холдинговая продукция, которая пойдет на экспорт, будет получена уже в нынешнем году и обеспечит ее создаваемый в Щелковском районе Чечен-Агрохолдинг. Предприятие будет выпускать консервную, колбасную и прочую готовую к употреблению продукцию по технологии халял. Как подчеркивает генеральный директор ООО Чечен-Агрохолдинг Вахид Исламханов, на сегодняшний день у предприятия имеется 70 тысяч гектаров пастбищ, более 10 тысяч гектаров пахотных земель, 3 тысячи гектаров из которых не подлежат рекультивации. Хозяйство имеет также около 2000 голов крупнорогатого скота, 26 тысяч овец, 32 верблюда, завезенных из Астраханской области и Республики Калмыкия с целью определения их выживаемости в климатических условиях нашей республики. Также завезено 400 лошадей ахалтекинской и арабской пород, 650 телок, около 100 бычков, более 3000 индюшат и 2500 гусей. На предприятии производится кумыс, который реализуется в торговой сети республики. Он также отметил, что на сегодняшний день засеяно 2000 гектаров озимых и яровых культур. Кроме этого, охвачены такие направления, как плодоовощеводство, корнеплоды, выращивание мелиоративных культур, рыбное хозяйство, виноградарство, садоводство, где используются новейшие технологии полива. Яровой культуры, овес, яровой ячмень, люцерна, овощи, сахарный стекла полностью даин чакдол ойлошты. Также в настоящее время в республике возрождаются около 140 хозяйств, 130 из которых инвестируются. Таким образом, сегодня практически каждое хозяйство имеет своего инвестора или спонсора, который вкладывает средства в развитие того или иного предприятия. Для инвесторов созданы благоприятные и, главное, выгодные условия. А Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что количество хозяйств необходимо увеличить еще на 50-60 штук и также подыскать им потенциальных инвесторов. Кроме этого, программой предусмотрено улучшение жилищных условий в сельской местности. Уже во многих районах республики строится и вводится в эксплуатацию жилья для тружеников села. Как мы можем убедиться, программа возрождения сельского хозяйства охватывает все сферы, которые будут способствовать его становлению и успешному развитию. Программа выверена экономически и, образно выражаясь, даже математически. Но есть во всем этом и главный параметр, а именно личность самого президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Все, за что берется этот молодой и энергичный лидер, реализуется настолько успешно, что впору издавать методическое пособие для глав регионов, назвав его «Вот так работает Кадыров и те, кто работают с ним». Кадыров работает сам и заставляет работать других, от министра до тракториста. Исходя из всего этого, не остается сомнений, что и сельское хозяйство республики станет успешным, прибыльным, а главное, обеспечит трудовыми местами большую часть наших граждан. Если все пойдет по плану, Чеченская республика обеспечит себя масломолочной, плодоовощной и прочей сельхозпродукцией, да еще и на экспорт останется. А там, к 2012 году, глядишь, и кризис минует. Тем более, что эксперты предрекают оздоровление мировой экономики уже к концу 2011 года.